Здравствуйте, мальчики и девочки! Здравствуйте, родители! Сегодня снова с вами я, и я хочу вас познакомить со следующим видом кукол. Эти куклы называются пальчиковые. Давайте мы с вами поближе рассмотрим, какие у нас тут персонажи. Вот мы видим жениха с невестой, женщину, доктора, пожарного. Вот у нас есть привидение, Дедушка Мороз, аквалангист, повар и маленький ребенок. Я ни разу не встречала, чтобы таких пальчиковых кукол использовали в профессиональном театре. Такие куклы, видимо, делаются для того, чтобы играть ими дома, в домашнем театре. Вот, ребята, если у вас есть маленькие братишки или сестренки, вы можете показывать им театр дома при помощи пальчиковых кукол. Ой, смотри, смотри, там злой колдун со своими вредными советами. Ага, ага. С вами опять злой колдун со своими советами. Итак, следующий совет. Если друг твой самый лучший поскользнулся и упал, покажи на друга пальцем и хватайся за живот. Пусть он видит, лежа в луже, ты ничуть не огорчен. Настоящий друг не любит огорчать своих друзей. Еще один совет. Если вы еще не твердо в жизни выбрали дорогу и не знаете, с чего бы трудовой свой путь начать, бейте лампочки в подъездах. Люди скажут вам спасибо. Вы поможете народу электричество беречь. Так. Еще совет. Чтобы выгнать из квартиры разных мух и комаров, надо сдернуть занавеску и крутить над головой. Полетят со стен картины, с подоконника цветы. Кувыркнется телевизор, люстра врежется в паркет. И от грохота, спасаясь, разлетятся комары, а испуганные мухи стаи кинутся на юг. Так, слушайте. Если вы с утра решили хорошо себя вести, смело в шкаф себя ведите и ныряйте в темноту. Там ни мамы нет, ни папы, только папины штаны. Там никто не крикнет громко «прекрати, не смей, не тронь». Там гораздо проще будет, не мешая никому, целый день себя прилично и порядочно вести. Вот. До свидания, ребята. До новых встреч.